Человек издавна прислушивался к знакам, которые подает природа. Так и сформировались народные приметы о погоде. Например, месяц май может предсказать нам, каким будет грядущее лето. Теплые солнечные дни в середине мая сулят похолодание в конце месяца. И действительно, к началу лета в нашей стране похолодало. Мы попытались выяснить, каким, по прогнозам метеорологам, будет лето в Абхазии 2020. Каждый из нас с нетерпением ждет лета, чтобы после холодной зимы насладиться теплыми солнечными лучами. Однако в первые дни июня на территории Абхазии похолодало. Погода неустойчива, а температура воздуха не поднимается выше 22 градусов. Связано это с тем, что циклоны активно действуют как приземные, так и высотные циклоны, более холодные они. И поэтому разность температуры и противостояние различных температур она всегда дает неустойчивую погоду. Следует отметить, что по многолетним наблюдениям ученых именно 21-22 градуса по Цельсию в начале лета считаются климатической нормой. Наряду с температурой воздуха учитывается и температура морской воды. В связи с установившейся теплой погодой в мае месяце многие даже успели открыть купальный сезон. Температура моря тоже уже после первой половины июня доходит до 22 градусов. И это уже считается, что открывается купальный сезон. Нормально для, курортного сезона. Климатические и погодные условия наиболее переменчивые составляющие в окружающей среде. Если говорить об Абхазии, то последние 30 лет здесь наблюдается потепление. По словам ученых, по сравнению с 60-ми годами прошлого столетия, среднегодовая температура в нашей стране повысилась на 2 градуса. С 1994 года началось резкое потепление. И самая высокая температура или самый жаркий год был вообще не только в Абхазии, но и на земном шаре был 2010 год. Среднегодовая температура составляла 18,4 градуса. По исследованиям ученых, на изменение климатических условий во всем мире очень сильно влияют вулканы. В 2010 году после 200-летнего молчания в Исландии произошло извержение одного из них. В результате этого извержения, если вы помните, в Европе там в течение недели не летали самолеты, пепел и выбросы вулканов достигали стратосферы. Он оказывал влияние на озоновый слой там, и так далее. Поэтому то, что касается таких мощных вулканов, они непосредственно в год извержения фактически не оказывают такого сильного влияния на климат. Они оказывают влияние в следующем году. Вот следующий год, 2011 год, был самым холодным, в 21 веке. Исходя из многолетних наблюдений абхазских ученых, самый жаркий период для наших климатических условий уже прошел. Если в определенный момент ежегодно в Абхазии среднегодовая температура повышалась, то сейчас она в среднем понижается. Я бы не сказал, что весна уже лето у нас, да? А весна холодная. В результате этих потеплений произошло смещение сезонов климатических. У нас фактически в результате этого смещения, даже по нашим, произошло то, что сентябрь у нас абсолютно летний месяц. Он теплее июня. По словам ученых, лето 2020 года в Абхазии не будет знойным. Самые жаркие дни придутся на привычные середину июля и август. Однако в этот же период, по словам ученых, ожидается немало ливневых дождей. Что же касается прогноза погоды на ближайшие дни, то уже в эти выходные ожидается ясная солнечная погода, а температура воздуха поднимется почти до 30 градусов. Гугу Савардани, Алексей Баструков, Инна Лагухава, Абхазское телевидение.